вот как раз знает о хобби не понаслышке. Это ни много ни мало Хабир Сулейманов, чемпион мира по кикбоксингу, Елена. Так. Человек, которого за кордоном в США называют российским безумцем. Тебе нравится эта фраза? Я очень хотела ее сказать. Ты подытожил прямо ее со мной. Российский безумец. Продолжим дальше, который чемпион одного из самых престижных турниров в любительском боксе в США. Золотые перчатки. Чемпион Америки по версии на БО и чемпион Америки по версии на БФ. Он входит в десятку лучших боксеров мира. Однако жить и работать хочет в России. Здравствуйте. 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 Доброе утро. Очень рада вас видеть у нас в студии. Конечно же, Так все рано. телезрители прямо сейчас думают, что мы будем безостановочно говорить о боксе, но это не так. Хабир, мы знаем, что у вас есть увлечение. А сегодня мы хобби, говорим о хобби. котором мы говорим. Да, вязаниной я не занимаюсь. Вязаниной не занимаетесь, И даже ни на бисероплетением, видимо, тоже. Но вы пишете романы. Да, да. На первый взгляд никак не стыкуется спортсмен, боксер, да, такой жестокий вид спорта. Да. Как раз вязанина с писаниной. Вот так вот я добавил. Да. Но как это к вам пришло? Откуда появился интерес? Может, он был с детства, но папа вам сказал немедленно в бокс, какие-то там, какие еще Нет, романы? Расскажите, пожалуйста, уже. Нет, родители никогда не говорили, чтобы я боксировал. Все родственники всегда только переживают, как бы не получить травму, потому что это страшный вид спорта. Именно профессиональный бокс, страшный вид спорта. Тогда как же вы пришли к творчеству, именно вот к авторству, так скажем? Потому что Ну, мы знаем, что... чем больше бьет по голове, тем больше становишься таким немножко... Люди говорят Безумцем, по-другому, да, знаете. Да. А когда вы написали первое произведение? Вот мне стало интересно сейчас. Первое произведение, вот эта книжка, Так. да, Башгисхан называется, роман. Это Друзья, роман. никто не... покажите нам, пожалуйста, чтобы, во-первых, все видели. Где покажи, Крупным планом вот так вот мы покажем. Башгисхан Да, называется. Башгисхан. В социальных сетях прошла такая новость, что этим произведением заинтересовались в Америке, ну, буквально американские продюсеры, режиссеры. Правда ли это? Да, что из да. этого слух, что правда? Ну, это правда. Кинокомпания, голливудская кинокомпания Salmon Production заинтересовалась моим сценарием, и вот сейчас мы планируем снимать фильм. Надеюсь, в будущем году начнем летом. А о чем это произведение? Да, Мне стало расскажите интересно. уже всем телезрителям и нам, в частности, о чем. Чем вы заинтересовали и режиссеров, и даже, по-моему, Тимура Бекмамбетова, насколько нам известно. Да. Да. А ну о чем может писать боксер, как вы думаете? О борьбе, о воле, о силе, О любви. духа. Да, о любви, Ах, конечно. черт возьми, я как банально пошел, по банальному пути. Да, девушка угадала. А любви к чему? Давайте или к кому? О любви, ну, конечно, к женщине, к своей женщине, и к своей культуре, к своей стране, к Кто своей вас земле. вдохновил, скажите, пожалуйста. Кто меня вдохновил? Наверное, вот я 10 лет проживаю уже в Лос-Анджелесе и вы сильно что? скучал по своим родным, по своей деревне, можно сказать, даже я вот из деревни же все-таки, по Уралу. И вот это, наверное, меня вдохновило написать. Это здорово. Буквально, когда находишься где-то далеко от родного дома, там, от родителей, от всего, что связано с детством, Да. Это как раз возбуждает интерес к творчеству. Ну, послушайте, друзья, многие авторы пишут и о любви, да, и к женщине, и к родине, но не всеми произведениями могут заинтересоваться голливудские режиссеры и тот же самый Тимур Бекмамбетов. Чем вы так зацепили конкретно? Что в этом произведении такого, да, что люди захотели вот именно воспроизвести уже на экранах? Ну, дело в том, что с самого начала я написал сценарий. И Так. он не то чтобы заинтересовался, я с ним советовался. Я написал сценарий и отдал Тимуру Бекмамбетову, чтобы он оценил, чтобы он дал мне свои какие-то советы. А вы с ним как-то знакомы или вы просто вот взяли Да, давно, и давно написали уже ему на знаком. электронный адрес? Он там тоже живет в Лос-Анджелесе, мы раз в неделю где-то виделись. В бане Боксировали? вместе ходили, нет, Нет? отдыхали вместе только. Наконец-то мы то встретили есть- человека, который ходит в баню с Тимуром Бекмамбетовым. В Лос-Анджелесе можно так спокойно, да, Бейонсе найти, например, где-нибудь пойти с ней на Тоже кофе. в бане буквально. Они по субботам все встречаются. Бейонсе, можно я тебя попарю? Да, я бы не против попарить. Я из Бейонсе, России, я конечно. умею. В Лос-Анджелесе есть русские бани, у нас тут спрашивают, нет? Да, есть. Ну и хорошо, перейдем от русских бань к опять произведению. После того, как прочли сценарий, видимо, Тимур, мы так его по-дружески будем называть сегодня, позвонил кому-то и рассказал об этом, какому-то режиссеру, или он сам вызвался? Нет, я продолжу. Да, пожалуйста. Вы не против? Я вот написал сценарий, показал его Тимуру, и именно он мне посоветовал сначала издать ее как книгу. И вот я еще 1 год переписывал этот сценарий в роман.
исторический роман. То есть увеличивали пространство, да, такое, которое... Сценарий, это же это все-таки несколько листочков, да. грубо говоря. Ну там между эпизодами еще надо мостики какие-то проложить, чтобы они как-то имели логическую цепочку. А в фильме же такого нет. Вот идет эпизод, он как бы отрывается, и сразу же другой эпизод идет. И надо, чтобы они были связаны между собой, как главы. Ну, если честно, мне очень стало интересно прямо прочесть эту книгу. А есть в книге что-нибудь связанное со спортом? Все-таки вы человек Со спорта. спортом, да. Вот продюсеры мне предложили вот заменить первую главу. Первая глава немножко некоторым людям не понравилась. И вот они предложили ее сделать политкорректным. Как бы я вот выхожу на профессиональный ринг, на бой, и я попадаю в нокдаун, и в это время сознание переносится в 18 век, и весь фильм идет в 18 веке. Да вы что? То есть вот оно что такое сразу голливудские продюсеры. Они сразу экшен с первых, Да, с первых правильно. буквально. И- Первого удара в 18 век сразу. Да, и они самые главные сказали, что так как ты известный человек в мире как именно боксер, то это привлечет дополнительную зрительскую аудиторию, свою мою именно целевую аудиторию. И вот так они сразу уже одним выстрелом убивают двух зайцев, можно сказать. Главное, что потом в 18 веке кто-нибудь тебя обратно вернул там в финале. Вернули в итоге, нет? Ну, в конце, да, конечно, А как возвращают. без этого? Это же Боксер голливудское кино. встает после того, как пройдет 8 секунд. От поцелуя, видимо, какой-нибудь поклонницы или той же самой женщины, о которой Нет, писали. нет, в ринге Я поцелуев предлагаю не тебе, бывает. во-первых, прочесть это произведение, чтобы нам не Хорошо, гадать. простите. Да, Ну, продается, кстати, в сети магазинов «Планета книг», если кто... «Планета То есть книг». есть в свободном доступе в продаже эта книга, Да, правильно? да, «Планета книг» называется. Но все-таки мы не можем задать вам вопрос, который... Не задать. Не задать Не этот задать. вопрос, Не вопрос, Да, который... я уже думаю. Все-таки Вы у вас знаете. вот на груди висят вот эти золотые перчатки. Перчатки. Это ведь вы в Америке за бой получили, правильно? За Да, в победу. штате Нью-Йорк, только в штате Нью-Йорк такие перчатки выдаются. Вообще, это соревнование идет по всей Америке, в каждом штате. И вот именно только в штате Нью-Йорк выдаются То есть такие они перчатки. все вот так вот медленно идут до Нью-Йорка, и в Нью-Йорке как бы нужно победить, получается, правильно? Да. У нас есть вопрос телезрителя, Кстати, который... кстати, вот именно в Нью-Йорке у меня есть брат-близнец еще, Сабир. Мы вышли друг против друга в финал и должны были драться друг с другом. И Это вот- какой-то сценарий голливудского кино, прям да, именно попахивает. про это сейчас снимает киностудия «Башкортостан» фильм. Не Голливуд. Кстати, мы знаем, что вас Нет. пригласили в качестве эксперта или... Почетного гостя. Да, Почетного да, гостя, да. Просто да. гостя, да, почетного гостя. Киностудия «Башкортостан» к этому фильму. Нет, именно на фестиваль. На Сейчас фестиваль. же проходит фестиваль «Серебряный Акбузат» называется. Да, Да. к нам С 9 приходили по гости. 12, да, с 9 по 12 декабря. И вот я там приглашен в качестве почетного гостя. И завтра сегодня вечером открытие. Там буду присутствовать. Вчера буквально у нас были в гостях представители этого. Но вот о спорте все-таки вопрос у нас есть от зрителей, который спрашивает вас. Как вы относитесь к другим видам спорта, да, допустим, к национальной борьбе КРШ? Когда-нибудь занимались ею или всю жизнь все-таки превалировал бокс? Нет, борьбой никогда не занимался, к сожалению, но отношусь очень даже хорошо. Это все-таки тюркская такая борьба. Все тюрки, наверное, им занимались, именно на поясах борются. Потому что они именно, знаете, когда пасли овец, наверное, и лошадей, в поле вот так вот боролись. Такая национальная тюркская борьба. И очень даже положительно отношусь. Главное, это развивает физическую выносливость и характер развивает. Это самое главное. Да, Лена. Характер. Вот мы такие люди, не мы с Рустемом, я в общем говорю об обществе, которые, как-то живем с какими-то стереотипами, да, то есть это не делать, то не делать, или там спортсмены, вот они занимаются и спортом, и никаким более развитием. Скажите, пожалуйста, вот среди тех же боксеров, какое количество таких людей, которые увлекаются творчеством, которые пишут Таких, какие-то как вы. работы, таких как вы? Абир. Да, я думаю, большинство. Потому что, видимо, когда ты готовишься к бою, да, там проходит там... Сколько готовится вообще к серьезному бою в среднем? Месяц, два? 2 полгода? месяца. 2 месяца. Хотя бы 2 месяца, да. Потом бой проходит, потом какое-то, наверное, время свободное есть, да, пространство до следующего Да, боя. до следующего боя. До начала следующего лагеря, так сказать, подготовки. Недели спокойно- 2, месяц максимум. Спокойно можно увидеть боксера, который занимается вокалом, например, да, горловым пением, опять же, Танцами. танцами, Да, балет. Танцами, спортсменом, Балетом балетом. особенно. Сальса очень популярна, мне кажется. Есть такие люди, правильно? Или вы все-таки исключение? Не Я скромничайте. не знаю. Не могу ответить на этот вопрос. Я могу ответить только за себя, не за других.
Это здорово. Ну, еще Лена хотела задать вопрос, но она его стесняется задать. Мне запресняют его задавать, Да. я даже уже на опережение чувствую, что ты хочешь задать, давай. Да, Лена хотела спросить о Вычитает личной зарплаты. жизни, как все-таки, когда пишешь произведения о любви, они должны быть чем-то навеяны. Есть ли у вас супруга, жена, дети, семейное положение какое-то? Это, Нет, нет, пока нету. вы пока только в стремлении к Место этому пути. вакантно. Да, вакантно. А есть такая цель вообще? Ну, знаете, наверное, в приоритете нету, потому что если бы был такой приоритет именно на первом месте, я бы давно уже женился. Знаете, есть такая шутка. Если не женился до 20 лет, потом все время кажется, что еще рано. Это очень, кстати, Вы в таком состоянии находитесь. веселый Понятно. шут. Скажите, у вас вот, ну, вы уже обмолвились о брате-близнеце. Да. Он тоже живет в Америке, Нет, сейчас он проживает в Челябинске. в Челябинске. Вы вместе начали путь спортивную карьеру? Или кто-то из вас привлек кого-то к спорту? Да, я думаю, да, вместе. Вместе. Какие у него достижения? Так же стремителен, как вы? Мы вместе прожили 3 года в Нью-Йорке, и после этого он сразу вернулся. После того, как выиграли эти золотые перчатки, он сразу... Он тоже стал обладателем золотых Да, перчаток? да, мы оба вот вышли в финал, как я говорил. И единственная история получилась такая, что нам обоим вручили золотые перчатки, и нам не разрешили драться друг с другом. А почему? Потому что, Потому что родственники? Да, связи? потому что родственники, да, по правилам соревнований именно в Америке вот родственники не Ну, имеют это права. здорово. А мне стало интересно, каков был путь? То есть, сколько было повержено противников, пока вы вдвоем с братом шли вот к этому? Сколько? Ну, по-моему, по 3 боя мы где-то провели. Ну, это действительно очень интересно. Вы говорите, что киностудия Башкортостан, кстати, начала съемки, да? Это по мотивам вашей истории или По- просто... Личной. да, да, по мотивам нашей То есть, прямо мы истории. скоро увидим фильм о вас, грубо говоря, да, с братом? Ну, я не знаю, как скоро, но должны увидеть, да. Мы на это надеемся, по крайней мере. Хабиб, Да, мы да. сегодня говорим о хобби, да, о занятиях, которыми можно увлекаться помимо работы. Как вы считаете, давайте прямо сейчас нашим телезрителям скажем, для чего нужно заниматься какими-то творческими занятиями, а не только ходить на Не работу от обязательно звонка до творческим. звонка? Для чего нужно Ну, отвлекаться хобби. от основной профессии, от основной работы? В общем, мы вам предлагаем, нашим телезрителям, пару добрых слов, наставлений сказать, потому что времени очень мало осталось. Я не знаю для чего, просто чтобы жизнь была разнообразной. Чтобы Я не было скучно. Я не могу постоянно чем-то одним заниматься, это скучно, да. А вообще я бы еще вот хотел добавить от себя, можно? Конечно, Конечно. конечно. Я вот сейчас подал на грант главы Республики Башкортостан, и надеюсь, республика тоже понимает, что как важен именно этот фильм про национального героя Салавата Юлаева. А фильм именно про него должен быть в будущем. То есть это произведение, вот вы мне о чем мне сказали, оно связано с национальным героем? Да, с национальным героем. То есть это история Башкирии. Салавата Юлаева, по Да, сути? история Салавата Юлаева. да. Вот ведь о чем мы самое главное не сказали с самого начала, друзья. Ну, у нас есть даже замечательный гость. Хабиб, Но мы, который чтобы мы ты желаем сказал. вам только одного, чтобы вам дали этот грант, и чтобы этот Спасибо фильм большое. состоялся. И Спасибо. дай А бог, мы он увидели был- его на экранах. Дай бог, он был успешным. А вы сами, как актер, не хотите в нем поучаствовать? Ну, где-то в эпизоде? или Сыграть как? национального героя. Странный вопрос вообще, давайте оставим. Конечно этот же, вопрос. да. Кастинг еще не начался, мне уже есть предложение такое. Ну, здорово. Друзья, в гостях у нас сегодня был Хабир Сулейманов, человек, который помимо профессионального, помимо бокса занимается вот таким замечательным делом, пишет романы, на которые, дай бог, в будущем будут экранизации от великих режиссеров.